Сразу после приезда у всех детей были взяты экспресс-тесты на ковид методом ИХА для недопущения распространения вируса в лагере. Также у всех прибывших берут и обширный анализ совместно с узкими специалистами третьей поликлиники. Помимо этого, руководство и педагогический состав подготовили много всего интересного. Предстоящая смена будет называться «Россия – страна возможностей». После открытия у нас планируются выезды в бассейн Чолбон. Экскурсии по городу также мы планируем по возрастам. И хотелось бы выехать в зоопарк. Планы есть. И потихонечку, по шажочкам мы все делаем. Еще планируется у нас работа с психологами. К нам будут подходить психологи с республиканского центра. И они будут уже индивидуально работать и с группами, работать с детьми. Несмотря на то, что дети находятся в лагере непродолжительное время, уже отзываются о нем с теплотой и интересом. Первые впечатления у всех разные, но все же в одном моменте все сходятся в едином согласии. Каждый отметил полноценное, сбалансированное пятиразовое питание и не только. Мне понравился борщ. Борщ? Очень, да. Он такой аппетитный, наваристый. Мне понравилось это место. Здесь хорошо кормят, уютно. В общем, мне интересно. Очень. Время проходит очень хорошо. Я познакомилась с какими людьми. И вообще здесь очень хорошо. Вожатые очень добрые, молодые. Здесь очень хорошо кормят. Мне очень понравилось. Вкусно кормят, много порций дают. Стоит отметить, что стандартная смена – это 21 день, но планируется, что детский отдых может продлиться и дольше. Я думаю, что дети могут находиться у нас до 1 сентября, но по желанию родителей, конечно, они могут покинуть. Мы рассчитываем сейчас пока 1 сезон, потом откроем для них, если будут дети, 2 сезон организуем. Такой вид отдыха, как детский лагерь, не теряет свою актуальность, а нынешнее поколение, как и некогда известные на весь Союз школьники Петров и Васечкин, задаются вопросом. Зачем человеку каникулы? Задумался кто-нибудь. А человеку каникулы затем, чтоб отдохнуть. Хоть и повод для отдыха нынешним летом у ребят не самый светлый, это не мешает им проводить летние каникулы с максимальной пользой и детской непосредственностью. Ведь уже через 1,5 месяца им предстоит с новыми силами отправиться в школу и погрузиться в привычные будни. Валерия Наумова, Виктор Дьячковский, Якутск.